Здравствуйте! Вы смотрите актуальное интервью в студии Валерия Наумова. Ежегодно леса Якутии подвергаются серьезному испытанию лесными пожарами. В текущем году ситуация осложняется длительным периодом высоких температур. Большинство пожаров возникает из-за грозовых разрядов, оставшаяся часть по вине людей. Какую ответственность несут правонарушители? Какие правила следует соблюдать при нахождении в лесу? Обо всем этом расскажет гостья студии, заместитель якутского природоохранного прокурора, советник юстиции Александра Шибина. Александра Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Как на сегодня дела в целом обстоят по лесным пожарам и как долго продлится пожароопасный сезон? На текущую дату у нас с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 440 лесных пожаров на площади 229 тысяч гектар. Если сравнивать за аналогичный период прошлого года, то у нас было зарегистрировано в прошлом году 1696 лесных пожаров на площади более 6 миллионов гектар. Соответственно, сейчас мы можем констатировать, что пожароопасная ситуация более благоприятная, но при этом стоит обратить внимание на то, что по-прежнему у нас достаточно высокий процент лесных пожаров возникает по вине граждан в результате неосторожного обращения с огнем. Ежегодно по причине неосторожного обращения с огнем у нас выгорает просто миллионы гектар. Это, конечно же, очень не такая сложная ситуация, которая свидетельствует о беспечности граждан. Мы систематически ведем очень достаточно крупную разъяснительную работу. Различные министерства и ведомства размещают на своих сайтах, в лесах различные баннеры, вывески, стенды, ролики, раздают листовки охотникам, рыбакам, сельхозтоваропроизводителям, различные памятки о том, что как нужно вести себя в лесах, что требуется особое внимание, контроль ситуации. Но в любом случае люди почему-то у нас допускают такие факты. А есть ли какая-то статистика уже текущего сезона, где зафиксированы пожары по причине человека? Да, у нас таких 16 фактов по вине граждан, которые установлены, в отношении них применены меры административного воздействия. Сейчас проводятся доследственные проверки, будут приняты решения уголовно-правового характера. К примеру, в прошлом году у нас тоже были привлечены более 15 лиц к уголовной ответственности. Но тем не менее, ежегодно статистика у нас абсолютно не меняется. То есть мы не можем констатировать, что у нас все-таки сознание людей становится более правильным. Люди все равно продолжают проводить незаконные сельскохозяйственные палы. При подготовке к пожароопасному сезону мы очень длительное время проводили разъяснительную работу с привлечением управления Россельхознадзора, рассказывали о том, что сельхозпалы вредны, что сжигается полезный слой почвы, что разрушается качество плодородия почв. Но при этом, при всем, граждане, например, северных районах в июле продолжают проводить сельскохозяйственные палы. Что еще сделать, мы не знаем просто. Принимаются всеобъемлющие меры беспрецедентного воздействия на граждан, но при этом все равно фиксируются такие факты. Очень часто, еще раз обращаем внимание, наших жителей республики, это в основном такая категория граждан, как сенокосчики, табунщики, коневоды, сельхозтоваропроизводители, это трактористы, сенокосчики, рыбаки, охотники. Пожалуйста, будьте предельно внимательны в лесах, не допускайте возникновения лесных пожаров по вине и в результате неосторожного обращения с огнем. Ведь это элементарно, что не нужно разводить костры, что нельзя проводить сельскохозяйственные палы. То есть элементарные вещи. Александра Валерьевна, хочется все-таки задать вопрос, кто чаще всего становится виновниками лесных пожаров, но, наверное, отчасти вы уже в предыдущем ответе дали мне. Да, из года в год одна и та же категория у нас
Фиксируется, что это работники сельскохозяйственных предприятий, это у нас охотники, рыбаки, трактористы. То есть очень часто у нас стали лесные пожары за последние 3 года в результате неисправной работы двигателей транспортных средств. То есть в результате неисправной работы систем трактористы, иные субъекты выезжают в лесной массив, не проверив рабочее состояние транспортного средства. В результате этого возгорается лесная подстилка и причиняется ущерб лесному фонду миллионы гектар. В принципе, был такой прецедент в Усть-Алданском районе в прошлом году. Тракторист в результате неисправной работы двигателя трактора допустил возгорание лесной подстилки. Ущерб составил лесному фонду 5,5 миллиона рублей. Соответственно, он был привлечен к уголовной ответственности, и, соответственно, на него возложена обязанность по возмещению затрат государства на тушение лесного пожара. Ну, цифры и урон, конечно, колоссальные. А какие частые нарушения эта категория граждан все-таки производят? Какие именно нарушения ими допускаются? Наиболее частая и распространенная причина возникновения лесных пожаров по вине граждан – это сельскохозяйственные палы, конечно же. Первая причина. Вторая причина – это когда граждане с целью приготовления пищи разводят костры, сенокосчики это очень часто делают, охотники, и допускают разведение костра возле лесного массива, не могут обеспечить безопасность, нормально его не локализуют, не зальют, не сделают нормальную минерализованную полосу, чтобы предотвратить возгорание. Также у нас имеются ежегодно факты в результате самовозгорания, то есть так называемый эффект линзы. То есть граждане у нас, опять же, допускают нарушение законодательства об отходах производства и потребления, бросают в лесном массиве мусор, это банки, бутылки, фольга, которая в результате возникновения высоких природных температур возгорается. В результате этого у нас в этом году 2 таких лесных пожара, в том году было 15 таких пожаров. То есть все опять же вина граждан. Также у нас очень часто возникают лесные пожары по вине ненадлежащего обслуживания линий электропередач, то есть работниками энергетической системы. Также имеются факты ненадлежащего контроля за полигоном размещения твердых коммунальных отходов, когда мусор в результате, опять же, воздействия высоких температур возгорается. Такие-то факты тоже присутствуют. А какие обязанности имеются у граждан в сфере пожарной безопасности в лесах? Что они должны соблюдать? Сейчас очень актуально то, что с 10 июня на территории всей республики у нас введен особый противопожарный режим. У нас действует режим чрезвычайной ситуации регионального и федерального уровня. С 5 июля текущего года введены ограничения по посещению леса, запрет въезд в лесной массив транспортных средств установлен полностью на всей территории республики, охватывающей все 35 районов. В связи с этим, соответственно, граждане не имеют права на посещение леса в условиях такого серьезного пожароопасного сезона, который у нас в установленный период зафиксирован. А что насчет ягодников? С сегодняшнего дня разрешили собирать голубику. Можно ли любителям собирать ягоду пойти и разжечь, например, костер? Конечно же нет. То есть сейчас у нас действует ограничение на посещение лесного массива, то есть въезд в лес запрещен на всей территории республики. Об этом будет решен вопрос в дальнейшем. У нас с 5 июля на 21 день сейчас действует запрет. То есть буквально на этой неделе органы исполнительной власти республики будут принимать решение о продлении этого периода ограничения, либо о его отмене. Мы прогнозируем, что все-таки будет
продление этих мер, поскольку действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Это очень сложная, напряженная ситуация. В ряде районов республики введен режим чрезвычайной ситуации. Действует на сегодня у нас 61 лесной пожар на площади 259 тысяч гектар. Ну, это очень серьезные, конечно, цифры, поэтому сейчас у нас пожароопасный сезон в самом разгаре. Конечно, даже на посещение леса введены ограничения, не говоря о том, чтобы разводить какие-то костры. Конечно же, нет, ни в коем случае никаких костров, никаких фактов приготовления пищи прямым огнем. Это все запрещено. А какую ответственность понесут нарушители и, возможно, изменились ли какие-то наказания за последнее время? У нас установлено законодательством Российской Федерации 3 вида ответственности. Это гражданско-правовая, административно-правовая, уголовно-правовая. Административная ответственность у нас применяется по 3 составам статей Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Это статьи 20.4, 20.6 и 8.32. Штрафы в зависимости от вида субъекта, граждане, либо должностные лица, либо организации, варьируются. На граждан максимальный штраф 60 тысяч рублей, на юридических лиц до 2 миллионов. Если говорить об уголовно-правовой ответственности, которая предусмотрена 261 статьей Уголовного кодекса Российской Федерации, то следует сказать, что максимальное наказание с учетом всех отягчающих обстоятельств установлено до 10 лет лишения свободы и штраф до 3 миллионов рублей. То есть очень серьезная ответственность. С этого года она ужесточена, буквально в 3 раза завышены размеры штрафных санкций. Следует также констатировать, что в рамках гражданско-правовой ответственности виновник, допустивший возникновение лесного пожара по своей вине, обязан возместить полностью ущерб, причиненный лесному массиву, а также все затраты на тушение лесного пожара. А они у нас на территории республики очень высоки. Мы знаем, что у нас 254 миллиона гектар – это зона обслуживания, то есть зона контроля. То есть это труднодоступные и отдаленные местности, куда применяется для тушения только авиационная техника, использование которой очень дорогостоящее мероприятие. И, соответственно, просто тушение одного пожара, даже самого небольшого, на площади около 10 гектар, выходит порядка 5-7 миллионов рублей. То есть поэтому граждане должны знать об этом, помнить, что их беспечность приведет к непоправимым последствиям имущественного характера для их семей. Кроме этого, всех виновников мы всегда установим. Для этого у нас целый штат государственных органов установлен, да, это у нас Министерство по чрезвычайным ситуациям, это Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства республики, это у нас специалисты авиалесохраны, Якутлесресурса, то есть у нас достаточно объемный штат сотрудников, которые нацелены на то, чтобы все-таки виновных установить. И кроме этого в лесах установлены шлагбаумы, видеокамеры, используются беспилотные летательные аппараты для того, чтобы зафиксировать факты нахождения граждан в лесах. Также ведутся патрульно-рейдовые мероприятия всеми органами Росгвардии, органами полиции, МЧС, Министерством экологии, лесничествами. Все факты в лес фиксируются в специальных журналах, где отмечаются государственные номера транспортных средств и прочее. Да? Ну, то есть надеяться на то, что кто-то в результате своей беспечности будет виновником лесного пожара и его ответственность не достигнет ключевого завершения, да, это заблуждение. Александра Валерьевна, спасибо вам большое, что пришли, ответили на наши вопросы. Уверена, что наша беседа была для наших телезрителей очень полезна. Спасибо. Ну, я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.